Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Специалисты предлагают ограничить деятельность майнеров до середины мая 2021 года. Парламентские слушания по вопросу энергетики состоялись в парламенте Абхазии. Его труды как обоснование современного абхазского государства. Репортаж программы памяти Таймураза Ачукпа. По запросу нумизматов серия монет «Фауна Абхазии» выпущена Национальным банком страны. Начнем с официальной хроники. Стоит задача вернуть Сухумскому аэропорту те объемы перевозок, которые существовали в старые добрые времена. Президент Абхазии Аслан Бжани принял заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Росавиации Олега Старчевого, сообщает пресс-служба главы государства. По результатам встречи глав государств Абхазии и России Аслана Бжани и Владимира Путина в целях выработки дальнейших шагов для реализации достигнутых договоренностей в Сочи 12 ноября в Сухум прибыла делегация Росавиации для изучения текущего технического состояния и определения дальнейших шагов по капитальному ремонту и функционированию Сухумского аэропорта. Глава государства отметил, что тема возобновления работы Сухумского аэропорта, который не функционирует после окончания Отечественной войны народа Абхазии, входит в число приоритетных государственных задач. Бжани отметил, что эта проблема очень серьезная и многоплановая. Ее неразрешенность несет существенные экономические потери, тормозит развитие Абхазии, негативно влияет на имидж нашего государства. Сухумский аэропорт обладает целым рядом характеристик, предопределяющих весьма интересные перспективы его использования. Мы надеемся, что, опираясь на вашу помощь и поддержку, эту проблему решить. Для нас это очень важно. Нам нужно воздушное окно в Россию и через Россию в мир. В большей степени это даже политический проект, а не экономический. Ее реализация будет символизировать очень много добрых, хороших дел на Южном Кавказе, сказал глава государства. Глава делегации Росавиации поблагодарил президента за встречу. Как вы правильно сказали, задача сделать все для того, чтобы вернуть те объемы перевозок, которые существовали в старые добрые времена, сказал Олег Старчевой. На встрече детально обсудили вопросы, связанные с реализацией этого проекта. Специалисты предлагают ограничить деятельность майнеров до середины мая 2021 года. Парламентские слушания по вопросу энергетики 18 ноября состоялись в парламенте Абхазии. На заседании помимо депутатов присутствовали вице-премьер и министр экономики Кристина Озган, председатель таможенного комитета Гурам Инабшбе, генеральный директор РУП Черноморэнерго Михаил Лого, а также его экс-руководитель Аслан Басария. В ходе обсуждения депутаты выслушали позицию Минэкономики и энергетиков, а также дали оценку действиям и решениям исполнительной власти. По словам вице-премьера Кристины Озган, переток электричества из России возможно осуществить до Нового года, но для этого необходимо существенно снизить потребление. На данный момент, возможно, с нашей стороны будет обращение о перетоке до конца текущего года, но при этом мы, я уверена, депутатский корпус в этом смысле должен с нами согласиться, я думаю, такое мнение у вас тоже есть, о том, что мы сами должны принять необходимые меры для того, чтобы снизить нагрузку на наши сети. Значит, на сегодняшний день мы в рамках проведения оперативных мероприятий должны снизить нагрузку порядка на 60 мегаватт. В течение ближайшей недели такая работа будет проводиться для того, чтобы снизить нагрузку. Если это не позволит нам стабилизировать ситуацию, конечно, мы будем обращаться в Российскую Федерацию за перетоком. По итогам слушаний депутаты решили на ближайшем заседании сессии принять постановление о регулировании деятельности по добыче криптовалют. Подробный видеоотчет слушаний Народного собрания по энергетике смотрите после выпуска новостей. Ситуация на Южном Кавказе. На площади Свободы в Ереване начался массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Передает корреспондент РИА Новости. В митинге участвуют в том числе те лидеры оппозиции, которые были вызваны в среду в специальную следственную службу для предъявления обвинений по статье «Организации и проведения собрания с нарушением установленного законом порядка».
Пашинян должен уйти, так как при его несерьезном правлении мы не сможем поменять ситуацию. Наша страна не сможет выпрямить спину, заявил в ходе акции представитель оппозиционной партии Дашнакцутюн Гигам Манукян. Между тем, власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики занимаются перевозкой имущества жителей 9 сел, которые переходят под контроль Азербайджана, сообщает официальный информационный центр Карабаха. В Карабахе размещен российский миротворческий контингент из 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составили подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Информация оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Ситуация на 18 ноября следующая. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 155 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 39 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 78 человек. У 68 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 22 пациентов средней степени тяжести. Выписано 5 человек. 17 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1947 года рождения. Он поступил в медучреждение 11 ноября с диагнозом COVID-19 и двусторонняя полисегментарная пневмония. Мужчина получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на всю проводимую терапию, умер от сердечно-сосудистой недостаточности. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, 3 в тяжелом состоянии. В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата Айтар в Сухуме, находится 35 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 30 пациентов средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5213 человек. 65 летальных случаев, выздоровели 3488 человек. Его труды как обоснование современного абхазского государства. 16 ноября в возрасте 74 лет ушел из жизни видный абхазский ученый, общественный и политический деятель, кавалер ордена Агдябша 3-й степени Теймураз Алиевич Ачукба. На протяжении нескольких недель он лечился от коронавирусной инфекции в Гудаутском госпитале, однако справиться с болезнью так и не удалось. О вкладе Теймураза Ачукба в абхазскую науку и в национально-освободительное движение рассказали друзья и коллеги ученого. Тему продолжит Виола Барганжа. Имя Теймураза Ачукба можно смело связать с абхазской исторической наукой, а точнее ее становлением и развитием. Искренний патриот своей страны Теймураз Алиевич на протяжении долгих лет занимался изучением этнической истории абхазов 19-20 веков. Именно эти труды будут иметь основополагающее значение для строительства сегодняшнего абхазского государства. Он сам этнограф по специальности, но у него есть этнографические очень серьезные работы. Но он начал изучать именно в период 19 века. У него есть работы «Этническая революция Абхазии», по демографии Абхазии, по 20 году, о геноциде абхазов, который был в 20 веке, в 19 веке. А вот эти работы его имеют неприходящее значение не только с исторической точки зрения, с общеакадемической науки, да? Они имеют неприходящее значение с политической точки зрения, потому что эти 150-200 лет, то, что происходило, эти события, правильная оценка этих событий дают нам возможность сегодня правильно строить свое государство. Основываясь только на исторических фактах, Теймураз Ачукба издал более 80 научных трудов, в числе которых и 20 книг. Все они посвящены истории абхазского народа последних столетий до сегодняшних дней. Эти исследования по праву являются настольной книгой как для специалистов, историков, так и для студентов. Свою преподавательскую деятельность, как вспоминает его коллега, кандидат исторических наук Алик Габеля, Теймураз Ачукба начал практически сразу после переезда в Абхазию из Аджарии. Я его помню еще с 1988 года. А нам было очень интересно. Молодой человек, ученый, приехал с Батума. И так, чтобы... я издалека видели его,
гордились тем, что вот наш соотечественник из Аджари приехал здесь. Вот. А так плотно мы стали работать, конечно, после войны, когда он уже стал работать на кафедре истории Абхазии. Теймураз Алиевич преподавал студентам специальные курсы в области этнографии абхазов и политической истории. И, как отмечает Али Габеля, ученый постоянно хотел привлекать в эту сферу и готовить все новых специалистов. Он был очень часто оказывался руководителем дипломных работ. А затем, когда у нас уже была открыта магистратура, уже магистерских диссертаций. Теймураз Алиевич особенно обращал внимание к воспитанию молодого поколения исследователей. Он все время подталкивал нас и молодых ученых, чтобы они росли, защищали кандидатские, докторские диссертации. Значимый вклад Теймураз Ачукба внес и в национально-освободительное движение Абхазии. Был членом правления Народного форума Идгылара. Как сегодня вспоминает публицист Владимир Зантария, именно его знания и патриотизм в тяжелое для республики время поднимали дух абхазского народа. Я помню, в 1989 году, когда было очень тяжело, первые столкновения, первое противостояние, я был главным редактором абхазского телевидения. Нам очень тяжело было, потому что людей не хватало, были перестрелки, была очень непростая ситуация. И он пришел к нам, Тимур Алиевич, и выступил чуть ли не с большой лекцией по истории Абхазии. Это так нужно было людям тогда. Был такой информационный голод. Люди сидели дома, не знали, что будет завтра. И вы знаете, он выступил, он подбодрил людей, он поднял дух. Чем? Тем, что он опять-таки ссылался на нашу историю, потому что шел целый шквал против нашего народа. Каждый день выходила Муамби и обливала грязью наш народ. И столько неправды, столько фальсификаций, столько лжи шло, а противопоставить надо было равноценную. Вся деятельность Теймураза Ачукба, как вспоминают друзья и коллеги, была направлена на отстаивание права абхазского народа на независимое и свободное существование. Видный ученый был депутатом Народного собрания 2 и 3 созывов. Именно по его инициативе тогда абхазский парламент принял постановление о геноциде абхазского народа со стороны Грузии в 1992-1993 годах. Будучи депутатом, он занимался подготовкой законопроектов, которые сыграли очень большую роль в плане утверждения нашей государственности. Это и законы, связанные с репатриацией, это и законы, связанные с гражданством, это связанные со всеми атрибутами нашей государственности, с языком, с его книги по беженцам, по гальским самурзаханцам. Все, что к чему не прикоснешься, это все как маленькие словари, энциклопедии, потому что там все выверено. Видного ученого, профессора и политического деятеля Теймураза Ачукба не стало на 74-м году жизни. Для абхазской исторической науки эта утрата стала невосполнимой. Ушел из жизни человек, который является ярким примером беззаветного служения своему народу, национальной культуры, науки. В нем были сконцентрированы, были выражены все такие признаки, яркие признаки абсуара. То есть это человек, который можно сегодня сказать, что был эталоном. Эталоном то, что мы называем абсуара. Таким он запомнился, добрым, отзывчивым. И сын у него прекрасный. Кстати, он должен тоже защитить кандидатскую диссертацию. Воин. Сам он чуть ли не как воин, вот во время войны и днем, и ночью помогал нам при службе. Владиславу Григорьевичу документы какие-то подбрасывал, когда надо было отвечать на какие-то вызовы.
Вот такой он был человек. После себя Теймураз Ачукба оставил десятки трудов и книг. Среди последних двухтомная энциклопедия истории Абхазии в датах, книга геноцида абхазов, основанная на данных архива СГБ Республики, и множество других, которые обязательно станут путеводителями для ученых и подрастающих поколений историков. Вела Барганжа, Торни Камичба, Абазатовая. Продолжаем выпуск. Магазин турецких сладостей обокрали в Сухуми в ночь 18 ноября, рассказал корреспонденту «Спутник» владелец магазина Бюлент Маршан. Инцидент произошел ночью, когда в городе было отключено электричество. Неизвестные взломали двери, унесли копилку с деньгами благотворительного фонда «Ашана» для тяжелобольных детей, товар на сумму более чем 50 тысяч рублей. Это уже второй случай кражи в магазине турецких сладостей. В первый раз магазин обокрали в 2018 году. Тогда хозяин не стал писать заявление в милицию. Но сейчас я обратился в милицию. Меня не волнует нанесенный лично мне ущерб, как можно было украсть деньги Ашана, недоумевает он. Директор Ашана Мактина Джинджоли отметила, что это не первый случай, когда крадут копилку с деньгами для тяжелобольных детей. В Сухумском отделе милиции сообщили, что материал по факту кражи в магазине турецких сладостей собран в полном объеме и направлен в следственный отдел. Вести культуры. Министерство культуры республики запускает новую рубрику «Народные песни. Важная составляющая фольклора». Это музыкально-поэтическое отражение традиций и истории абхазского народа. Новый проект направлен на популяризацию народной музыки и, как надеются авторы, будет интересен разному поколению. Проект стартовал на официальных страницах Министерства культуры с 18 ноября и будет идти ежедневно в течение 7 дней. Дорогие друзья, мы хотели представить вам наш новый проект о наших народных песнях. Народные песни – это отражение нашей богатой традиционной культуры, нашего фольклора. И мы искренне надеемся, что этот проект будет интересен разным поколениям. В данном проекте мы хотим представить не просто наши музыкальные композиции, но немного рассказать об истории создания этих песен. Есть песни народные, есть авторские песни, старые наши авторские песни, которые из поколения в поколение передаются. И мы хотели бы в этом проекте немного рассказать о них. Видеоролики народных песен смотрите на канале Абаза ТВ ежедневно после выпусков новостей в утреннем блоке абхазского вещания. Русские организации Абхазии при поддержке Россотрудничества организовали литературную онлайн-гостиную в виде онлайн-концерта «Россия-Абхазия в лирической поэзии», посвященную 125-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина, в которой приняло участие более 200 онлайн-участников. Трансляция заседания гостиной велась из старинного особняка на набережной города Сухум. Множество участников присоединились в дистанционном режиме. Завораживающие звуки старинных русских романсов, душевные поэтические строки, горящие свечи погружали в атмосферу поэтического творчества. И, конечно, в этот вечер не могли не вспомнить абхазского народного поэта Дмитрия Гуля, жившего и творившего здесь, в Абхазии, в то же самое время. Как сказал в своем приветственном адресе министр культуры Абхазии Гудис Аграба, мы надеемся, что это яркое культурное событие станет традицией, объединяющей наши страны, способствующей развитию и популяризации лучших культурных событий прошлого и будущего. По запросу нумизматов серия монет «Фауна Абхазии» выпущена Национальным банком страны. Это набор из 7 монет, на которых изображены обитающие в республике животные. Подробности в репортаже Элеонора Гилаян. Выбор тематики для выпуска монет в Национальном банке объясняют востребованностью в мире нумизматики. По словам начальника службы внешних связей Национального банка Абхазии Лианы Агарба, с вопросом о наличии монет, связанных именно с флорой и фауной, обращались на выставках к Абхазскому нацбанку. Как вы знаете, одной из главных целей миссионной деятельности банка является именно популяризация нашей страны, ее культуры, истории, природы. И вот монеты, посвященные фауне и флоре, как раз-таки то, что поможет нам показать нашу страну.
Но тема, конечно же, непростая. Мы консультировались с Академией наук Абхазии, с институтами, с учеными, чтобы выбрать именно 7 представителей. В основном мы взяли те, которые они либо специфичны именно для Абхазии, либо они вот находятся уже на грани исчезновения. Эти монеты отлиты из недрагоценных металлов, сделаны они из Нейзильбера. Автор эскизов – художник Тимур Кайтан. Набор состоит из 7 монет. К примеру, вот представители – это западно-кавказский тур, Абхат. Почему он был выбран? Потому что ареалом распространения этого вида является узкая полоса вдоль абхазо-российской границы. И в XIX веке, вследствие антропогенного воздействия, их популяция еще больше уменьшилась, там всего лишь 10 тысяч особей. И Международный союз охраны природы придает этим животным статус в опасности. И, естественно, мы решили увековечить их на монете. Что еще? К примеру, это новоафонская пещерная жужелица. Афонжиспиахабжи, если я правильно говорю по-латински, это Дженелиус глориосус. Эта жужелица, она вообще специфична только для Абхазии, и она находится в новоафонской пещере и была описана в науке только после того, как открыта была наша пещера. Естественно, вот тоже мы решили ее увековечить. Другие животные, это, допустим, арбенейка, черный дрозд, ахщ, аксипетернисус, амлагур, кумжа, абжас, леопард, адамбей, кавказский зубр. То есть мы попытались выбрать именно самых интересных животных, и получился такой вот, на мой взгляд, очень интересный альбом, который будет востребован, я думаю, как и в Абхазии, так и за ее пределами, потому что все интересуются нашей фауной. В ближайшие дни новая серия монет появится в коммерческих банках страны. В среднем их стоимость будет около 3500 рублей. Серия будет реализована исключительно в коммерческих банках страны. Кстати, хорошим моментом является, если вы помните, вот у нас был первый альбом «Храм Абхазии», нельзя было монеты вытащить, а эти, так как они качество не proof-like, а антициркулейт, их можно вытащить, подержать в руках, посмотреть. Также преимущество именно этого набора. Также скоро в свет будет выпущена серия «Флора Абхазии». Нацбанк продолжает и работу над монетами из серии «Одежда и вооружение народов Кавказа». Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ. 16 ноября стартовал второй этап международного фестиваля в ГИК. Сетевая трансляция позволила значительно расширить аудиторию, к которой присоединятся зрители 318 кинотеатров 30 российских городов. Смотр объединил 55 лент из 40 стран. Достойными соперниками зарубежных коллег смотрится четверка лауреатов первого этапа. В их числе завоевавшая гран-при выпускница мастерской Сергея Соловьева Атана Аграба. Картина в гиковцев объединяет тонкое чувство киноязыка, ненаигранная искренность и подкупающий психологизм. В лирической трагикомедии «Я хочу тебе что-то сказать» Атана Аграба показана беззаботная жизнь абхазских земляков, начинающего художника, вечного студента и квартирного вора. Ежегодный фестиваль Абхазии «Апсны» пройдет в новом формате онлайн. Организатор фестиваля – Московская абхазская диаспора. На медиаплатформе сайта диаспоры www.abkhazmoscow.ru с 27 ноября будут проходить трансляции с формированием по типу традиционного телевизионного вещания. Здесь будет можно окунуться в мир абхазской живописи, обучиться приготовлению абхазских блюд и побывать на концерте живой музыки. Любители истории смогут узнать о возникновении христианства в Абхазии и об изготовлении традиционного вида абхазского оружия. Фестиваль расскажет о самых необычных живописных местах Абхазии, о могущественных горных ущельях, древнейших храмах, замках, водопадах и озерах. Спортивные анонсы. Чемпион мира среди молодежи по версии WBO Игорь Адлиба проведет следующий бой 5 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions. Сейчас Игорь готовится к поединку, проходит учебно-тренировочные сборы в Сочи. Сборы и предстоящий бой спортсмена проходят при поддержке Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и ЗАО «Аквафон GSM». Для Игоря предстоящий поединок станет 12-м в карьере. На счету спортсмена 10 побед и 1 ничья. Турнир пройдет на арене Академии единоборств РМК в Екатеринбурге и будет транслироваться на абхазском телевидении Абаза ТВ, Матч Боец и Бокс ТВ. Континентальный чемпион мира по версии WBA в первом полусреднем весе 25-летний россиянин Харитон Аграба выступит против венесуэльца Иснерека Корреа. Дата проведения предстоящего боя Харитон Аграба 19 декабря, город Сочи, Красная Поляна.
В этот день в игорной зоне «Красная поляна» на концертно-развлекательной площадке «Вау-Арена» состоится Лига ставок «Фестиваль бокса», организованный промоутерской компанией «Ангела» при поддержке Федерации бокса России. Главным событием вечера станет бой за титул WBA Gold. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в четверг, 19 ноября, в республике переменная область. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи.